91-летний Абдулла ибн Абдель-Азиз Аль-Сауд был шестым королем государства и находился на троне с 2005 года. СМИ сообщали о госпитализации монарха с легочной недостаточностью еще в конце декабря. В последние недели жизни король лежал в больнице с пневмонией. В 2010 году он перенес операцию по удалению межпозвоночной грыжи. С тех пор ему сделали еще несколько операций. Сегодня в Эр-Рияде прошли похороны короля. Его тело будет доставлено в мечеть имама Турки бен Абдаллы в Эр-Рияде. Абдалла был старейшим действующим монархом в мире. В королевстве он заслужил репутацию осторожного реформатора, совместившего исламские традиции с потребностями современной экономики. Абдалла запустил программу по обучению молодых саудитов в западных университетах, лично профинансировал строительство метро в Эр-Рияде, занялся проблемой безработицы среди молодежи, либерализацией экономики для стимулирования роста частного сектора. После смерти Абдаллы королевский трон перешел к младшему брату, 71-летнему Салману. С декабря 2014 по январь 2015 года он и выполнял королевские обязанности. Трон займет его брат, наследный принц Салман. Смерть Абдаллы уже отразилась на нефтяном рынке. После новостей из Саудовской Аравии цены на черное золото подскочили на 2%. У короля были дружественные отношения с Россией, а после визита в Саудовскую Аравию Ахмата Хаджи Кадырова в королевстве и вовсе заявили о том, что для развития связи двух стран нет никаких преград. Первый президент Чечни был своего рода связующим звеном между Россией и арабским миром, а этот курс продолжил и Рамзан Кадыров. В 2007 году именно по приглашению Абдаллы ибн Абдель-Азиза глава Чечни вместе с делегацией впервые в истории российских мусульман смогли побывать внутри Каабы и принять участие в церемонии омовения святыни. Король даже подарил Рамзану Кадырову веник, которым очищал Каабу. После практически каждый год король Саудовской Аравии выдавал Чеченской Республике разрешение на посещение святыни мусульманского мира. Сегодня глава Чеченской Республики на своей странице в Инстаграм выразил соболезнования семье и всем саудийцам в связи со смертью монарха. В связи с кончиной короля в Саудовской Аравии и в ряде мусульманских стран объявлен 40-дневный траур. Лидеры ближневосточных государств даже покинули Всемирный экономический саммит в швейцарском Давосе, чтобы принять участие в похоронах короля Абдаллы. Соболезнования народу Саудии продолжают поступать из разных стран мира. Эсмина Гацаева, Тамерлан Арсенукаев. Новости.